Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борш. 30 апреля 365 лет назад русским царем Алексеем Михайловичем был подписан документ, называвшийся «Наказ о градском благочинии». Этим наказом в Москве впервые в русском государстве вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Им предписывалось не только принимать активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной безопасности. Как развивалась противопожарная служба в нашей республике, узнаем у гостей нашей студии. Представлю. Юрий Куликов, заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Коми. Добрый день. Здравствуйте. И Андрей Голуб, заместитель начальника первого отряда противопожарной службы Республики Коми. Добрый день. Сразу напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. С вашими вопросами, надеюсь, еще и поздравлениями обращайтесь, звоните в прямой эфир. Еще одна возможность, у нас есть ICQ, номер будете видеть внизу экрана, так что участвуйте в нашем эфире. Обещала я, конечно, но придется исполнять, наверное, вам, все-таки нашим телезрителям, рассказать о истории, может, немножко в нескольких словах, как в Республике Коми развивалась противопожарная. Я так понимаю, что 365 лет России, в республике, наверное, поменьше. Да, республика поменьше, естественно. Все начиналось с нашей каланчи, вот, Советская 9. Это конно-бочные хода, потом пошли уже более современная техника, уже осуществлялась подготовка пожарных, осуществлялось усовершенствование техники, оборудования, экипировка. И вот на сегодняшний день, в 80-х годах, уже... То есть, получается, за вот, чуть больше 100 лет, получается, в Республике Коми изменилась исключительно техника или люди поменялись? Вот, и, соответственно, и подготовка пожарных изменилась, соответственно, значит, и техника. Сейчас поступают новые виды техники на вооружение пожарной охраны, которые, соответственно, наверное, проектируются, исходя из расчетов того, что и города вырастают, и высотные здания появляются, значит, вот. Ну и в принципе, наверное, в тушении пожаров это только все улучшается, исходя из каких-то особенностей вот этих городов и всего остального. В основном, конечно, все это осталось. Мы пользуемся тем, что было наработано ранее. То есть с того момента, и, соответственно, улучшаем это все дело. Вот. И подготовка личного состава, конечно, совершенствуем. А техника, вот если сравнивать в целом по России, вот мы на должном уровне, вот наша республика? Да. Насколько мы защищены? Конечно, конечно. И техника на должном уровне, и прикрытие на должном уровне. У нас на сегодняшний день, вот если взять по населению, защищено население на 99%, а населенные пункты на 95-97%. То есть вот как бы руководство республики уделяет огромное внимание защите и объектам экономики, населения, то, что находится на территории республики. Вот основам противопожарного поведению, скажем так, при пожаре учат наверняка с самого младшего возраста. И вот мы вышли на улицу города Сыктывкара, и вопрос нашим телезрителям задали, вот что нужно делать, когда начинается пожар. Давайте посмотрим, как ответил, вы прокомментируете, как все-таки надо себя вести. Давайте посмотрим. Что вы будете делать при пожаре? То есть вот какие ваши первые действия? Вызвать пожарную службу по сотовому 112, либо 01 по городскому. В первую очередь, наверное, всех предупрежу, а потом будем искать пожарный выход. Не допускать паники, во-первых. Надо быстренько полотенце смочить сильно водой и закрыть нос и, конечно же, рот. Да? Потом как можно опуститься ниже, потому что дым все-таки поднимается наверх. Не открывать окна и двери. Начать тушить. И принять тушение пожаров первичными средствами, имеющими под рукой. Обязательно в первую очередь позвонил бы по номеру 01. Если есть возможность, надо обязательно сообщить пожарникам, что случилась беда, несчастье. Второе, надо посмотреть вокруг, нет ли кого-нибудь, кого-то надо спасать, выносить оттуда с очага пожара. И третье, это надо приступить к тушению, чтобы этот пожар не распространился. Вот все-таки алгоритм действий. Большинство наших телезрителей сказали, что
прежде всего надо звонить. Логично? Да, или начинаем правильно. тушить сначала? При обнаружении сначала необходимо сообщить по телефону 01 или 112 и вызвать подразделение пожарной охраны. Причем это абсолютной логикой, на мой взгляд, объясняется, потому что человек не может, неопытный человек, прям объективно оценить ситуацию, да, и может начать тушить пожар и в обморок куда-нибудь упасть, да, задохнуться. Конечно, например, да? конечно. А так точно знаю, Сообщил, к вам спешат. Да, сообщил, и по возможности, если есть такая возможность, может быть такой возможности не быть, может быть придется эвакуироваться, эвакуировать других, либо спасать. Но если есть такая возможность, сообщил и приступил к спасанию и одновременному тушению, если такая возможность есть. При этом тушить, вот есть же тоже определенные наверняка правила. Если это коротнул, скажем, да, начал дымиться телевизор, то его водой заливать нельзя. То есть там как действовать дальше? Ну, естественно, отключить от электроэнергии по возможности. Ну, а дальше накинуть или кошму, или залить водой, и все. Он уже будет обесточен, этот объект. Будет так. Холодильник, телевизор, ну и другие там электроприборы. Самое главное постараться отключить. Потому что если вы его не отключите, и вы будете поливать туда водичку, просто вас ударит током. Также наши телезрители говорили о первичные средства тушения пожара. Вот они нужны в каждой квартире, в каждом доме? Потому что наверняка не у всех. Они есть, даже наверняка не все знают, что вот туда входит. Естественно, по возможности должны быть огнетушители. Огнетушители бывают разные. Порошковые, углекислотные. Ну, а можно сказать, какой из них лучше? Конечно, порошковый. А почему, конечно? Ну, порошковый, потому что нет, это широкого профиля, широкого применения. Как электроустановки, так и другие вещи. Ну, большее количество типов пожаров можно потушить данным огнетушителем. А вы как-то проводите обучение? Вот ГИБДД, я точно знаю, что ходит по детским садам, по школам, с лекциями, вот задания какие-то про противопожарной безопасности. Проводится аналогично? Конечно, проводится. Проводится управление надзорной деятельности, проводится подразделениями. Вот, например, перед каждым учебным годом проводятся практические занятия в учебных заведениях, школах, институтах, техникумах по практическим действиям учащихся в случае возникновения пожара на объекте. То есть проверяется их действие. Ну и одновременно их обучают, как правильно действовать. Ну, профессия пожарная такая, вот я бы сказала, ореолом романтичности такой вот. Романтичная, да. Большинству детей наверняка было бы очень интересно посмотреть, вот как, не на пожаре, а вот в части, вот какая-то возможность попасть туда, посмотреть на экскурсии. Это вообще бывает или лучше, чтобы никто не мешал? Михайлович, по вот подразделению, пожалуйста. Я могу сказать, что у нас существуют дни открытых дверей, когда, значит, проводятся экскурсии, значит, по пожарным подразделениям, когда те же самые детские сады и школы приводят своих воспитанников, и руководство подразделения, и там дежурные караулы, соответственно, рассказывают о профессии пожарного, показывают технику, ну и, соответственно, знакомят с мерами пожарной безопасности. Вот, потому что все-таки воспитание культуры безопасности – это, наверное, самое главное сейчас у нас, чтобы каждый знал, как действовать на случай возникновения пожара. Что делать, если и чего не делать, чтобы не возникло, да? Да, и очень радует, что телезрители как бы правильно отвечают на вопросы, вот, тем самым владеют. В основном все правильно назвали. Нашим телезрителям я еще напомню. Телефон прямого эфира 46 90 60. Также напомню, что мы сегодня принимаем поздравления. Все-таки 365 лет противопожарной охраны. О, как раз таки звонок мне режиссер подсказывает. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поздравить своих племянников с праздником. А племянников как зовут, может, скажете нам? Подров Василий Михайлович, он работает в Невшинской пожарной части. И хочу поздравить всю команду. Второй племянник тоже Подров Василий, он работает в Сыктывкаре, но он есть статник пожарный, тушит лесные пожары. И, пользуясь случаем, хочу поздравить еще своих пожарников в селе Богородск с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья в семье, жизни всем и успехов. И, как говорится, сухих рукавов. Спасибо. Спасибо большое. Вот знают, что желать наши телезрители. А вот касательно примет, есть какие-то же свои, наверное, суеверия у пожарных? Есть? Конечно, есть. Например, нежелательно, вот, особенно после отдыха,
После, ну, имеется в виду, в отпуске, там, в учебном отпуске был человек, вот первое дежурство, заступать ему в новом мундировании, ну, то есть форменном. Вот оно должно отвисеться, а дежурство одно отдежурит, а вот на следующее, пожалуйста. Потому что если он пришел вот с иголочки в новом мундировании, в обязательном порядке будет пожар. Вопрос на ICQ пришел от Светланы. Где можно выучиться на спасателя пожарного? И есть ли от республики в таких вузах у нас квоты? Квоты или, не знаю, места, направления, возможности? Где можно выучиться на пожарного? Да, наша республика входит в состав Северо-Западного федерального округа. И как бы мы обучаемся, ну, разнарядка так называемая приходит по количеству кандидатов, которые могут быть направлены. Ну, естественно, отбираются девушки и юноши после имеющего среднего образования, которые годны по состоянию здоровья для поступления. И они направляются для поступления, это Санкт-Петербургский университет, Ивановский институт и Академия ГПС, ФПС, город Москва. По состоянию здоровья, что вот, может быть, по зрению, например, если не очень хорошее зрение, можно? Как Нет, вот, или физическая подготовка должна быть? Полностью. Состояние здоровья должно быть, ну, примерно как у космонавта. Для того, чтобы нагрузки выдержать или как? И нагрузки выдерживается, и психологическое состояние. Ну, то есть ведь сотрудник, работник пожарной охраны, прибыв на пожар, уже у людей горе, да, горе соответствующее. И он должен быть готов как оказать помощь, так и помочь этим людям. Не только заключается, что даже и психологическую, даже психологически, до прибытия соответствующих специалистов, естественно. А уже когда там психологи прибудут, там уже другое, там уже идет по специализации. Мало того, что он еще и проходит психологический отбор, то есть он должен быть устойчив к стрессам, которые так или иначе в нашей работе присутствуют. Но ведь многие стрессовые ситуации продумать, прогадать заранее, ну, невозможно. Вот наверняка бывает такое, что человек приходит, пробует себя в профессии, вот на первый, предположим, пожар выезжает и понимает, что ну нет, этого вот не могу. Бывает такое? Ну, бывает, но редко. Редко. Вот этот вот профотбор, как вот Андрей Михайлович сказал, именно по психологической направленности, да, подготовленности человека, вот он в начальной стадии показывает, готов этот человек или нет. Были такие случаи, когда человек поступал на службу и, отслужив там, ну, 3 месяца, полгода, он понимал, что ему не его это. Он либо переходил на другой участок работы, ну, там, допустим, связанный с ремонтной техники, связанный там с какими-то там, ну, там, профилактическими мероприятиями, именно управление надзорной деятельности, там связь, ну, там много направлений. А именно вот оперативные службы, ну, не его. А если ребенок, ну, с детства хочет стать пожарным, вот к чему ему надо готовиться? Скажем так, хорошо было бы пойти в футбол играть или наоборот, это должны быть какие-нибудь боевые искусства или бокс, вот что лучше? Или учиться хорошо физику, например, знать, вот к чему, чтобы было время для подготовки? Ну, в любом случае, конечно, хорошо учиться, потому что в любом случае это требуется сдача вступительных экзаменов. И, вот, а по поводу физической подготовки, наверное, все-таки больше выносливости. Вот. То есть легкая атлетика получается, например? Да, легкая атлетика, гимнастика, потому что там присутствует элемент, как подтягивается, кросс. Это тоже, вот оно и получается комплекс. А уже во время службы вот, приходится форму поддерживать или за счет работы она и так хорошо поддерживается? Нет, конечно. У нас вообще профессиональная подготовка состоит и из физической подготовки тоже. Вот. И ежесуточно на дежурных сутках проводятся занятия по физической подготовке, также принимаются зачеты, и ежеквартально личный состав сдает эти зачеты и, соответственно, признается годным к дальнейшей там, дальше службе или нет. То есть, или требуется еще подтянуться в этом направлении. То есть... Пожарно-строевая подготовка, кстати, ваши коллеги в этом году испытали на себе. Что это такое и вообще вот эта физическая подготовка, когда ну, даже на 2-й этаж подняться по штурмовой лестнице было некоторым тяжеловато. Вот они, и отсюда сделать вывод, он должен быть физически здоров.
и готов выполнять все нормативы. Пора прерваться нам на небольшую рекламную паузу. Нашим телезрителям напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. Также напомню, что сегодня мы принимаем также и поздравления. Напомню, что у нас есть ICQ, номер внизу экрана вы увидите. Так что звоните, пишите и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случаи из практики», и сегодня мы говорим о благородной профессии пожарные. И напомню, что гости нашей студии Юрий Куликов, заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Коми, и Андрей Голуб, заместитель начальника первого отряда противопожарной службы по Республике Коми. Программа, как я и сейчас сказала, называется «Случаи из практики». Наверняка таких случаев у вас накопилось очень много. Что-то интересное расскажите, поделитесь с нашими телезрителями, со мной. Может быть, самые запоминающиеся. И вот какие они обычно запоминающиеся, когда удалось спасти много людей, например. Вот мы говорим всегда, что спасает много людей, не только людей. Вот случай. Телефон 112. Сейчас вот 112 служба спасения, да? Но это сейчас на базе 01 пока. Вот. Звонит женщина вот, с лесозавода. Вот помогите, пожалуйста, вот 2 дня на дереве сидит кошка, мы ее не можем достать. Вот пожарный занимается этими делами. Или звонок таков. Пожарная охрана? Да. Вода есть? Есть. Мойте ноги, ложитесь спать. То есть и балуются тоже? Конечно. И таких звонков немало. При этом это не наказывается никаким образом. Вы просто с юмором это воспринимаете, и главное, что выезд не осуществлен, да? Да, нет, бывает и выезда. Реагируем это на все звонки. Ну, некоторые случаи совместно с полицией отрабатываются, вычисляются и наказываются такие ребята. Вы говорили, что когда девушки и юноши поступают, а девушки-то чем у вас занимаются, если поступают учиться на пожарных, чем они потом? Ну, у нас вряд ли у них на выезд есть силы. Ну, естественно, наверное, в дежурных сменах девушек-то нет, а вот дежурно-диспетчерские службы, 01 и пункты связи частей, финансово-экономической направленности, психологи, кадровый аппарат, управление надзорной деятельности. Вот девушки и женщины там у нас проходят службу. Есть у нас звонок. Примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Хочу сказать большое спасибо пожарным, потому что я живу в Вежве. Недавно у соседей загорелось там что-то. Мы позвонили, очень быстро среагировали. Буквально через минуту уже приехало 2 машины. Спасибо вам большое. Поменьше вам пожаров, здоровья вам и всего самого хорошего. Спасибо большое вам за звонок. А пожелания, вот кроме сухих рукавов, вот какие-то есть традиционные пожелания для пожарных вот в праздник? Самое главное — крепкого здоровья, особенно ветеранам. Вот когда они ведь создавали 30-е, 40-е, 60-е, 70-е, 80-е. Самое главное им здоровья, успехов, всех земных благ. Ну, все-таки праздник будет через неделю, 30 числа. Мы вот немножечко заранее вас пригласили, чтобы потом не отвлекать. А вот от чего мы можем вас отвлекать? Какое-то празднование будет. Может быть, куда-то можно нашим телезрителям сходить, посмотреть. Кстати говоря, 27 числа в 11 часов на Степановской площади, это вот предстоящее воскресенье, будет проводиться показ пожарно-спасательной техники с определенными действиями. Так что мы приглашаем, будет чай и каша из полевой кухни. Прям на улице? На улице, на Степановской площади, в 11:00. Этот вопрос я уже, конечно, задавала до эфира, но я думаю, молодые мамы тоже заинтересуются. А полазить по машинам там можно будет, по технике? Конечно, можно. Детям очень. За исключением подъема на высоту. А так, да. Все потрогать можно? Потрогать, посидеть, пофотографироваться, одеть пожарную одежду боевого. Даже так? Да. Тяжелая одежда боевая? Комплект достаточно серьезный у пожарного, значит, и если полная экипировка, она порядка 20 килограммов. Если учитывать, что 16 килограммов весит только дыхательный аппарат, вот, около 20 килограммов. А есть ведь нормативы, за сколько нужно надеть? Сколько это? Ну, отлично, 28 секунд. Как? Это только с помощью тренировки? Или есть какие-то приспособления? С помощью тренировки, постоянная тренировка. Постоянно занятия. Вот, когда в дежурной сутки находится сотрудник или работник пожарной охраны.
А учение в целом, ну не только потому, как быстро нужно одеваться, учение, как часто проводится? Что они в себя включают? Ну, учение в соответствии и методических рекомендаций, указания программы подготовки личного состава не менее 2 раз в месяц. Включают изучение объекта, работа с руководством объекта, знание тактико-технических характеристик и взаимодействие со спецслужбами. Ну и решение пожарно-тактической задачи, то есть это тушение условного пожара на данном объекте. Чтобы личный состав... Даются какие-то, грубо говоря, условия, описываются, что нужно делать в этой ситуации, так? Или нет, это прямо дается вводное о возникновении пожара где-то в каком-то помещении выбранном, исходя из наиболее сложных ситуаций. Вот. И, соответственно, при взаимодействии с персоналом объекта решается задача по его тушению. Ну вот в вашем видении, насколько я понимаю, пожарные части Сыктывкара и Сыктывдина? Да, Сыктывкарский гарнизон, значит, охраняет 2 муниципальных образования. Это муниципальный район Сыктывдинский и город Сыктывкар. Ага. Вы, получается, каждый объект знаете? Ну, достаточно это серьезно. Возможно? Обязан знать. Обязан, да. Обязан. Есть, да, есть информация, соответственно, происходит изучение районов выезда личным составом. Соответственно, выезжают на данные объекты, знакомятся непосредственно с планировкой, для того, чтобы потом успешно, не дай бог, конечно, тушить пожары в данных объектах. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит Сударского района, села Вашгард. Очень здорово. Слушаем вас. Хотелось бы поздравить я хочу поздравить своего мужа, он у меня пожарным работает, вот с Днем пожарной охраны, и всех водителей пожарной части 172 отдельного поста номер 1. Спасибо большое. Вам хоть несколько слов, давайте пожеланий. Приятных. Конечно, охота пожелать, чтобы было поменьше работы, и, ну что еще им пожелать, здоровье главное, чтобы было, и чтобы все хорошо у них было, чтобы отлично все в работе было. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо. А вот если нет выезда, чем занимаются пожарные? Телевизор смотрите? Нет, нет. Есть распорядок дня, и чай пьют. Ну, прежде всего, пришел на работу, принял дежурство, технику, оборудование, потом идут занятия, обед, хозяйственная деятельность. То же самое изучение объектов в районе выезда, то есть те же самые, значит, проверка водоснабжения, чтобы водоснабжение было исправно. И физическая подготовка. Физическая подготовка, не выходя из гарнизона, там колеса какие-нибудь или шланги поднимать? Есть спортивные комнаты в подразделениях, они занимаются. У пожарных какое-то специальное питание должно быть? Вот говорят, что молоко надо пить для того, чтобы там угарный газ уходил. Ерунда? Как в обычных службах. Питание нормальное, побольше мяса. Ага. Чтобы сил было побольше. Еще один момент, о нем мы немножечко говорили, когда выезжаете. Ну вот стрессовые ситуации в любом случае, маленький или серьезный пожар, это стресс. Как и для тех, кто пострадал, так и для вас. Вот стрессы как снимаете? Есть же, наверное, какие-то, не знаю, приемы, может быть, для вас какие-то тренинги устраивают, или вот с друзьям душу изливаете. Вот что делать в этой ситуации? Ведь стресс... Психологическая разгрузка, которые оборудованы в соответствии с данным. Есть также психологи штатные, которые проводят также работу с личным составом, если у кого-то есть какие-то моменты, для чего нужно это провести. В целом общение, идет общение, обсуждение тех действий при тушении пожара или проведении аварийно-спасательных работ вот прямо в составе дежурного караула. А уж если, ну, действительно, если кому-то уже там, ну, не очень хорошо, то действительно подключаются уже вплотную психологи. Кроме того, любой пожар, есть у него уровень сложности. Вот как там определяется, каким образом это можно определить? Это сразу по звонку определяется? Ну, во-первых, все звонки поступают на 01, ну, 112, 01, и диспетчер, ну, вот, допустим, образно говоря, там, школа, да, они прекрасно знают, что на этот объекты делятся там сразу автоматический номер вызова, номер 1, 1 бис, то есть 2 цистерны, 4, 8, вот в город Сыктывкар у него наибольший ранг вызова это 3, 12 единиц техники сразу могут выйти на объект, это вот, допустим, ЛПК ТЭЦ. Вот сразу пойдут. Любая больница, школа, сразу 4 цистерны
повышен номер 2. И тот руководитель, который первый прибыл, начальник караула, начальник дежурной смены, он знает прекрасно, что находится, какие объекты находятся в его районе выезда. В взаимодействии с диспетчером они эти вопросы решают, а дальше уже подключаются другие службы. Из вашей практики самые сложные какие-то случаи? Потому что курьезные вы рассказали, а вот сложные, которые, ну, я не знаю, запали в душу. Сложный вот был пожар, это ЛПК, склад щепы, цех ЛДК, нетканка, ну, бывший ресторан Сыктывкар, вот. Ну, такие. Склад магазина «Карнавал», да, там, где было наличие, да, пиротехнических изделий, что осложняло, значит, и представляло, ну, действительно опасность для личного состава, который проводил тушение. Один вход туда был в это складское помещение, то есть без окон, вот одна дверь входная, и больше ничего не было. У любой профессии есть и радости, и сложности. Вот сложности вашей профессии, вот для вас лично, что это? Не знаю, наверное, любая профессия накладывает отпечаток на свою собственную жизнь. Но, наверное, все-таки мы больше времени проводим на работе, и приходится мириться нашим близким с этим. Да. Значит, ночные вызовы, значит, подъемы. Вот это суть нашей профессии. Умение собраться, оно действует в любых аспектах жизни, так? Да, в любое время. Все-таки это изначальные качества, которые, ну, проходит отбор, молодые еще люди, когда поступают обучение, или это уже закаливается? Наверное, скорее всего, это все приобретается в процессе обучения в учебном заведении, ну а потом закрепляется это вот на практике, когда сотрудник или там работник пришел в подразделение. Это коллектив, это деятельность, он готов уже. С учебного заведения готов к той службе, которая вот ему предстоит в дальнейшем проходить. Ну, все-таки какие-то качества изначально должны быть у молодых людей и девушек, которые поступают в вуз. Какие это качества должны быть? Например, если это человек робкий, то ему и нечего делать там, пожарный, или наоборот, как? Ну, есть же какие-то вот характерные какие-то. Я думаю, что, может быть, и даже иногда робкий человек может в минуту какого-то экстремального он собраться, и тут... Робость, конечно, не то качество, которое тут рассматривается. Вот собранность, да, человек, наверное, должен быть собран. Вот, оперативное мышление, да. Там, вот это вот быстро должно, моментально, если люди просят о помощи, он должен быстро среагировать на это. Либо технику направить и установить. И невзирая, вот такие же случаи много в Сыктывкарском гарнизоне, люди награждены государственными наградами. Даже, может быть, и пожертвовать личной жизнью ради того, чтобы спасти людей, то есть попавших в беду, вот именно. И без аппаратов, и аппараты отдавали пострадавшим, и задымленные, вот в помещение выводили детей, женщин, стариков. То есть вот как бы быть готовым к этому. Но это все должно быть оперативно, быстро. А бывает, что теряется кто-то и приходится там коллегам помогать как-то? Или настолько это все до автоматизма какого-то прям вот... Ну, занятия, как Андрей Михайлович сказал, занятия, они ежедневно идут. Это все, конечно, отрабатывается действительно до автоматизма. Если там он делает проверку по работе в СИЗО, то он быстро, там секунды даются на это время, чтобы включиться и оказать помощь людям. Если он будет думать, там сидеть, а как это сделать, ну тогда такому человеку... Но при этом какие-то схемы даются, что алгоритм приблизительно есть, алгоритм действует, он раз, два, три, четыре, пять, все, поехал. Все-таки повод, ради которого мы сегодня собрались, такой радостный, праздничный. А традиции празднования какие-то есть? Кроме того, что вот на Стефановской площади техника представляется. Я не знаю, может, у вас личные какие-то, выезжаете на пикники, без костров, конечно же. Личный состав собирается. Ну, естественно, награды. Определенные награды бывают и государственные, бывают и республиканского значения, и ведомственные. Бывает, что и за последние годы выдача там или вручение звания досрочно или сверх потолка. То есть бывает такое. Напомню нашим телезрителям, что 30 апреля будет 365 лет по пожарной охране России. Если вы сегодня вот не успели дозвониться, но у вас есть желание, вот целая неделя у вас есть на то, чтобы собраться и
Чьи поздравительные приятные слова высказать все-таки. Напомню, что гости нашей студии сегодня были Андрей Голуб, заместитель начальника первого отряда противопожарной службы Республики Коми. Спасибо большое, с наступающим праздником. Спасибо. И Юрий Куликов, заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Коми. Михаил, несколько слов. Поздравления. Ну, в преддверии нашего профессионального праздника хотелось бы поздравить прежде всего ветеранов пожарной охраны, действующих сотрудников и работников всех видов пожарной охраны, потому что у нас их на территории 4, а в целом-то 5 по Российской Федерации. Согласно, крепкого здоровья, успехов по службе, сухих рукавов, всего-всего самого лучшего, всех земных благ. Спасибо большое, еще раз с праздником, с наступающим. Спасибо. Ну а в следующем эфире программы «Случаи из практики» мы расскажем о включении детей-инвалидов в образовательный процесс. Насколько доступно дополнительное образование особенным деткам. Об этом в четверг в 12:40. До встречи.